там, что корма, коллектив и все это. А у вас головне люди, Само так? собой. Люди основное люди. Головне, от Леонід отсюда питає, як получка у Жуховичах? Нормально. Пойдет? Робить можно? Можно. Вы просто рассказываете, что... Да не учекайте, я не кусаю ще. Ой, з місця на місце, з дівчини до дівчини. Ну і головне питання. Чи є від вашої яди ізжога? Ох, не знаю, это надо у ребят спрашивать. Один раз в год. Я производственник, я не песню. Производственники поют. Не-не-не. Нормально, я не хочу. Ну, стесняется, ладно. Чекалите передачу «Агроблогер на ТВ». Рассказываем про працівників села. Правильно робимо? Правильно. Доброї раніці, добрий день, добрий вечір і доброї ночі. Я вітаю кожного з вас. Передача «Агроблогер на ТВ» щодня у Карлицькому районі. До речі, тут пройдуть дожинки нашої Гродненської області. Бачу, город уже рихтується, там копають, там сеють, там нечто садять. Молодці, але про це пізніше. А едем мы у одну з ведучих господарок Карельського района СПК Жуховичі. До речі, головний агроном недавно наш. Моего колгасу тут был, приезжал, семинарники проводили. О, делились опытом, не дай Боже. Леонидовичу все рассказал. Я так само хочу почуть, узнать, что у них тут такого. Поехали. Вось я уже у Великих Жуховичах, у колгасі. До речі, каля контори стою. Контора, сказали, на 3-м поверсі. Пойдем разбираться, директор на месте. Планерку, певно, уже провел. Поперли? А я не понял, а где все замораны? Планерка у нас и что? Посевная полным ходом. Ни одной души! За моей спиной агрофляга, агрохваля, агрохибара, якось це так і називається. Да ёшкин кот, что ж ты звонишь, только получилось. Алло, Павлик, ты где? в колхозе, я в колхозе, разбирайся с молоком. Я тебе разберусь, а ты не знаешь, что планерка у нас на 8? Часы перевелись, это с зимы на час вперед. Я забыл, я думал, что теперь 7. Скоро буду. Кого перевели? Часы? По солнцу гляди. Ты не разбираешься в часах. Ми у першиню приїхали у Карельський район здимати передачу і одразу одну з найлепших господарок района. Каля мене директор. Михайлович, добрий день, розкажіть про вашу господарку. СПК Жуховичи – одно из крупных хозяйств района. Наше хозяйство является производящим хозяйством. Производим элитные семена зерновых и зернобобовых культур. Имеем свою семенную линию. Производим каждый год, продаем весною около 400 тонн семян зерновых. И весною тоже около 400 тонн продаем яровых зернобобовых культур хозяйством нашего Карелийского района, Дятловского, Новогрудского района, Минской области, Гомельской продаем. В общем, семена расходятся по всей Белоруссии. Что касается растениеводства, в том году, каждый год мы получаем урожайность 80-90 центнеров с гектара. Валовый сбор зерна составляет около 20 тысяч. Рапсом мы занимаемся на площади 600 гектаров. Урожайность от 50 до 60 центнеров с гектара. Имеем свой рапсовый цех по производству рапсового масла и жмыха рапсового. Кукурузой тоже занимаемся. Где-то кукурузы мы сеем 1500 гектаров кукурузы, потому что надо обеспечить животноводство кормами. На сегодняшний день удой на корову составляет 26,5 литра. А скажіть, ви ось так ось що досконально розказуєте про господарку, напевно, давно тут працюєте? Если так сказать, я местный, с детства в этом хозяйстве, закончил Гродненский сельхозинститут по направлению этого хозяйства. Так получилось, что стал агрономом, пришел сюда на практику в 1989 году, работал 4 года агрохимиком, проработал, потом 25 лет проработал замом по растениеводству и главным агрономом в этой должности, 8 лет проработал замом по производству, и сейчас руководителем работаю. Вам, напевно, подобається, раз ви тут, так сказати, все життя своє провели. Я часто говорю, что отрасль растениеводства и агроном – это профессия творческая, это была такая моя любимая работа, это было приятно, особенно утром, когда весной все всходит, ехать, смотришь на эти всходы, на эти поля зеленые. Уже осень, конечно, приятно осенью свои пожинать плоды и смотреть, что сделала агрономическая служба.
и как оно, что получалось, что не получалось. Было все и падения, и подъемы. Но главное, надо любить свою профессию и свою малую родину, как говорят. Збіраўся ўехаць глядзець, як сеюць кукурузу, але ўбачыў вось такую шыльду. Нідзе ні ў адной гаспадарцы такой не бачыў. Аддзел зарплаты. Бухгалтэрыя 1, бухгалтэрыя 2, эканамісты, галоўны бухгалтер. Ну, каб быў аддзел зарплаты, трэба даведацца, што, пра што яны тут начысляюць. Пэўна, велька-палушка якая. Пашлі. Зашоў я, дзяўчаты сядзяць. Так, аддзел зарплаты, хто тут галоўны? Пэўна, вунь, зараз падыду. Не, я бачу, што вось, што разбіраецца, паду да маладзейшай іду. До молодейших надо идти до нашей мамы. Да, это мама там яшчэ? Конечно, она мама всему отделу. А, не ваша мама. Нет. Ну, я вось бачу такую шыльду першыню. Вы ж так называеце, не бухгалтэрыя, а іменно аддзел зарплаты. Да. Ну, сур'ёзная кантора. А то. Як у вас с получкой? Достаточно. Нормально. Добрый день, как вас зовут? День, Галина Ивановна. А мне сказали мама. Ну, мама-то для них, а так Галина Ивановна. Вы тут головный босс. Ну, я самый старший работник в этом отделе. То есть они там за спиной на вас скажут мама. Да. Все да. понял. Я недавно только узнала, что я мама. Все, ну вы их поставите на место, так что, да? Да, конечно. А скажите, сказала достойная зарплата. Это что значит? Это слово такое, сказать, размытое. Ну, размыто, я думаю, что в нашем колхозе не самое последнее и не крайнее, чтобы это минимум зарплаты было. Ну, нам хватает для жизни. Ну, от бухгалтерии это не зависит, это экономисты там это все, да? Да, ну, конечно, экономисты, что они там устанавливают и расценки они делают, и оклады делают, и надбавки, все они решают. Все зразумел. Расскажите, какая у вас самая любимая пора года? Пора года, ну, конечно же, весна. Когда все расцветает, когда все оживает. Конечно же, это самая любимая пора. Все зеленеет у нас. Посмотрите, разве это плохо? А вы ранницей с директором у молодости не выезжали, нигде глядите, как там все сходить? Не выезжала, потому что я родом не отсюда. Все зразумел. Дякую. Едем тады далей мы. Я не отсюда, я родом сама со Шмян. О, Шмянская! Шмянам привет! Сябры пакуль ішоў па карыдоры, мне сказалі, куды трэба зайсці і узнаць, вось дзе тая жанчына, якая ездзіла з Михалычам у моладасці па палям, глядзела, як узыходзіць пшанічка, як цвіце кукуруза. Раскажыце, гэта вы былі? Я. О, вось яна, вось, все тут на месцы. Як гэта было? Михалыч сказаў, што гэта проста як творчая прафесія. А яшчэ калі гэта з каханнем, то пэўна яшчэ больш, так сказать, дае результата. Вместе учились в аграрном университете на агронома. Вот. Но свою жизнь пришлось связать с бухгалтерией и экономикой. Михалыч сказаў, што для яго лепшая пара года – гэта вясна. А для вас? Мне любая пора года нормально. Пэўна зіма, там а хотя экономистам якая розніца, зіма, лето, все равно трэба начислять. У нас еще больше работы. Зимой еще больше, да? О, вы бачите, я же сказал. Начинаем планировать программу корма, защита мероприятий. Это все просчитать, рассчитать на целый год. А скажите, у вас стоит ли система контроля и навигации топлива? Кто это вядзе? Вот молодая вот. Справляетесь? Ну а что, тут по системе посмотрел, можно посмотреть и расход фактически на данной технике, и можно посмотреть, и сколько гектаров сделала техника, ну плюс-минус достоверно. Можно посмотреть, куда она съездила, где была техника. Знаете, что я вам подкину работы, уведу сегодня в уши директору, скажу, что каждый день на планерку, чтобы ему прислали отчет, где будет написано, сколько гектаров спахали за день, сколько засеяли, сколько завезли, сколько отработали, и яны уведут вам новую единицу. Вам будет проще, и человеку кадра найдут для того, чтобы он это робил. З раніцы сфотка, ага, и он там был, и он столько был, и он столько пахал, столько посеял, отлично, мы все выполнили. Не выполнили, спрос з головных там специалистов. Чему не выполнили? Я думаю, что такая процедура будет файной. Очень. Да? Да, конечно. Михалыч, глядите передачу и все, шукайте человека. Кадры потребные. Молодого берите. А
А вам, Диана, дорога на мехдвор. Пока есть иной человека, придется вам идти туда. А то толку от этого, что вы тут сидите, цифры это ничего не значит. Треба контакт с людьми. Да, Прощайтесь с главным. Говорите до свидания. я не хочу. О, бачите, куда ж их выгнать из этого кабинета? Ну, поедут они. Сябры, начинаем подорожжа по господарці. Перший об'єкт – это у нас сямяная лінія. Правда, нікого нема, нешта нікого не бачу. Напевно, вже все приготували, сямена все готовые. Ну, мы по-любому знойдем і спитаємо, як. Это ж багаття колгасу. Тут усё, тут будучий урожай. І цяперашній урожай. Все тут. Пошли. Дмитрович, на яким імпортним сорті ви сядете? Ну, кранбери. Кого бери? Кранбери! Господиня семенной, агроном семеновод Тетяна. Тетяна, гляжу налево, бачу семена то кукурузи, то сої, гляжу направо, знову їх бачу. Розказуйте, що ви тут робите? Что робим? Здесь у нас происходит очистка, подготовка семян, протравливание семян. Осуществляем продажи как по республике, так и в своем районе. Ну, ви вже все готово, гляжу. У вас тут некие баули, шмат семян. У нас тут, понимаете, уже как бы зачистка идет. Ну, подготавливаем баулы, ремонтируем, вытрясаем, чтобы не было засорителей. Уже все посеяли. Кукуруза осталась. Да, соя. Соя и кукуруза, да? Травы сеем. Ну что, сябры, добраўся і да палей. Чую, сеялка гудзе на фоне далёка. Вось раса едзе, нешта корміць палівала. Короче, работа кіпіць, як ни круці. Хоць ужо і адсеяліся, але ж трава, карма, трэба, каб і жывёла была накормлена на будучы год. Так што зараз пойдзем да хлапцоў, попытаемся, як яны справіліся з гэтым. Вячеславович, во сколько устаете с раницы? В 7. В 7? На 8 надо быть на работе? Да, в 8 уже в поле. А, 8 уже в поле, да? И до скольки, до темна? До темна, до 8, до 9 бываю. И что, и справляетесь? Да, бывает с фарами ездим. А на Пасху выходные были? На выходные были на Пасху. О, слава богу. А теперь вот 4 дня, пока городские лежали, вы полно працавали. Да. Вот сябры. Ну, такая работа в хозяйстве. День проморгал еще, да? Да, день год кормить. Да, вот. А скажите, калі ласка, вот про год вы сказали. Якая ваша такая самая лепшая пора года, якую вы чакаете больше за ўсё? Лето. На КЗС я работаю. На сушилке? Да. Оператором. Як высушили в прошлом году так само зерна? 4700. Першие? Не першие. Ну, не, чему? По господарству. Не, в нашем господарстве еще больше есть КЗС. Больше, да? Ясно. Ну, хорошего вам, так сказать, нового сезона. Убачимся, глядите передачу «Агроблогер на ТВ». Рассказываем про працівників села. Правильно робим? Правильно. На данном участке поля мы сеем кукурузу на зерно, и у нас получается 92 тысячи схожих зерен на гектар. Если бы сеяли мы на силос, 118-120 тысяч вылечивали норму, сеяли бы на силос. Буду гребать, глядеть раскладку семян на глубину. Ну не линейкой, у агронома аккуратно все есть, а мне во. 15 сантиметров раскладка. На зерно пойдет. На силос уменьшаем. Кукурузу сёння сеем, трактор вон ідзе, гляньте, якая стаіць пылюха. Дарэчы, у калгасе многа чаго залежыць не толькі ад чалавечага фактара, але яшчэ і ад прыроды, ад надвор'я. Ці сёння будзе дождь, ці не будзе. Вось стоїть пыль столбом, значит дождь давно был. Але знаете, что вам скажу? Вось мы говорим, там погода не тое, гэта не тое. Успомните слово президента в прошлом году. Головне не паниковать. В прошлом году были морозы, кукурузу не вырастем. А какие показчики по кукурузе? Самые, лепшие были у тым годзе. І на сілас, і на зерно ўсё было. Таму будзе дождь, калі ён трэба. Будзе мороз, калі ён трэба. Усё преодолеем. Галоўнае, каб былі людзі, каб хто працаваў. Будуць людзі, будуць вынікі. Кажут, что вы тут один из передовиков. Ну да, наверное. Недавно получили новую сеялку. Да. Як? Хорошая. Головне, вот Леонид отсюда питає, як получка у Жуховича? Нормальная. Пойдет? Робить можно? Можно. А столовая? Ничего, нормально. Там директор сказал, не дай Боже, кормит. Нормально все. Можно есть? Да. Вы уже обедали? Да. А, уже привезли, молодцы. Добре, не будем, так сказать, вас затрымливать, вот треба давать гектары. Да. Норма сколько?
Еще пока не поставили. На день их не поставили, да? Ну сколько, гектаров 40 дадите 50? Ну да, гектар 50. Леонид! Ну, Пришла идея, давай песню зробим такую, про весну. якую песню? Дождь вот не стихая целый день. Песню в голове. Точно, давай про дождь. У аўторак дождь пришел. В среду уже не будет. Глянь, уже бурак зашел. Урожай там будет. Мы посеем, мы пожнем, Беларуся з нами. Ты насеешь, ты нажнешь, камерай в засаде. Ад сыр'я, да так сказаць, яго пераработкі. Я заўсёды казаў, што калі калгас хорошы, эфектыўны, у яго павінна быць свая рапсавая лінія. Пераработка рапса, каб атрымліваць рапсавае масла, каб потом жмых быў. Так вось, у Жухавічах яна есть, і мяне сустракае. Хто? Добрый дзень. Дима Мартиневский. Присовший отжимщик пищевой продукции. В данной ситуации рапса. Рапса, вы тут один? Ну, как бы, посменно работаем. Ну, Нас теперь... четверо, в общем. Ну, я сегодня в смене. Вот тут у нас рапс, да? Да, Вот он, да? Хороший. И все, и пошло туда очистка рапса, да? Да, тут очищается и идет дальше на переработку. Переработку. Пойдем? Пойдем. А такое питание. Директор сказал, что урожайность рапса составляет 50 до 80 центнеров. Значит, так само рапса использовать. Не хватает его на целый год, так сказать, работы? Конечно, хватает. Хватает, да? Да. Еще остается на продажу даже. Еще на продажу. Ой, сябры, 50 центнеров, 50, 80, это я вам скажу, хороший показчик. Ну, тут все автоматически, а мы просто глядим за всем ситуацией. А со скольки до скольки? Ну, мы сутками. Сутки, да. Смена сутки, и потом трое дома. Да. Сутки через трое, чему не робить. Ну и головное питание усього нашего выпуска. Любимая пора года для такого оператора, для такой линии. Это коли? Моя? Лето, конечно. Лето любите? Еще ни один зиму не сказал. А чему лето? Ну, не знаю, тепло. Тепло, хорошо. Да. Рапс еще усходит только. Да. Новый урожай ждем. Теперь давай что-нибудь припев такие драйвовые, чтобы все танцевали, одну пятый подлетали. Подпрыгивай ты, а я буду подпевать. Да, что такое, як это? Весна, Пасха. Скоро Пасха, скоро май, сок с березы ты спускай. А коли попадешься, то беды не берешься. Иду по месту, где, так сказать, стоять все головные экспонаты господарки, живёлы, коровки, пярэсты. Гляньте, как аккуратненько тут, все побельно, все чистенько, певно гаспадар есть на территории. И это у нас кто? Анатольевич, да? Добрый Александр день. Анатольевич. Заведующий. Управляющий фермой. А знаете про гэтые 3К, як про гэта кажуць? Ну, я знаю про 2К. У меня украинцы, белорусы, русские, туркмены. Ага. Вот так. Вот такие у нас К. У вас такие, Да. да. Не дам, что корма, коллектив и все это. А у вас головно люди, Само да? собой. Люди основное люди. Директор сказал, что 26,5 литра на корову даете. Обманул. 27,4. 27,4. Директор, где-то информация недостоверна. Он вам все правильно сказал. В среднем мы доим это по колхозу 26,5. А это производственное доит 27,4. Треба тянуться до 30-ки. Мы будем стараться. А лишь и погода. Файная, не дай може, солнце светить. Такое питание до вас. Любимая пора года у вас какая? У нас лето. Да, господи, хоть скажет, кто зиму чи нет. Чему лето? Ну, потому что день больше, времени больше отдохнуть и нам, и животным. Анатолійович, корови коровами, але люди, у яких умовах яны, так сказать, працують, где отпочивают, где мыются, расскажите, где это мы? Ну, значит, для людей созданы хорошие условия для работы и для отдыха. То есть имеется гардеробная, комната отдыха, где человек может взять собойку, положить ее в холодильник, разогреть в микроволновке, попить чай, присесть отдохнуть во время рабочего перерыва. Ага. Есть для каждого индивидуальный гардероб. А расскажите, вот люди, як получка у вас у зоотехнии, так сказать? Значит, у нас что получается? Категории работников, животноводы, которые работают на здании, зарплата от 2300 и 2700. Кто как работает, понимаете? Операторы машинное доение, девчата работают у нас, заработная плата, ну, в пределах 3000, 2803.
Вот так. Ну, в зависимости от удоя. Это все регулируется соответственно удоем. А дівчата як працюють? Посменно чи як? Девчата работают посменно, 2 дня работает одна смена, 2 дня работает вторая смена. Ага. Это чтобы люди отдыхали и, ну, то есть так лучше. Это уже из опыта. Да, коруку, конечно, не возьмеш, а вот бычка можна было б. Його доить не надо, одно корми. Ну так само грошей. У нас шмат хто по вёсцы трымае бычков, да? Як ты зиму перезимовал? Нормально? Не замерз? Нормально, каже, не замерз. Файно было. Анатолійович, бачу, гэта нешта як профилактория, але, пэўна, своими силами строили. Да, колхоз строит это своими силами. Здесь содержатся телята круглогодично. То есть и зимой, и летом только единственное мы снимаем поликарбонат, чтобы воздух ходил, и тогда уже на лето здесь больше продухи и свежего воздуха. Лето летом, але ж зима была с морозами. Як тут было? Нормально? Нормально, потому что здесь больше телята стояли. Меньше телята у нас растет, и все там, получается. Не замерз? Да, где тепло. Где тепло, да. Сябры, бачите, ось такие построечки, файненько. Сябры, мы знову у Жуховичах, правда, уже у малых. Были на поле, не убачили, что ж там возьмут всякие обеды. Им Васильевич сказал, что уже пообедал. Але мы приехали в столовую, зараз глянем, что их на першее, на другое. Директор сказал, смачно, не дай Боже. Специалисты ходят только сюда. Да и не только, певно, и жихары так само приходят перекусить. Я бы приходил. А у нас столовая на комплексе. Директор господарки Гарнитагры, зробите уже, постройте столовую у нас на территории, как мы могли ходить, есть и ни от чего не отталкиваться. Пахне борщом, але гляньте, який тут інтер'єр. Мені вже подобається. Певно, вони тут всякі корпоративи устраивают, пляски, дні народження празднують. Зустрів Владимировну, зайшов, говорю, точно столовая? Ну да. Ну, гляньте, як у вас тут пригожий інтер'єр, свеченики наверху. Стараемся, ну, соответствует своему хозяйству. Молодцы, господарка одна з найлепших. Треба, как кормили смачно. Мы были на поле, не убачили, обед уже поехали. Что сегодня давали? Ну, как бы у нас такое сегодня меню было. На первое суп перловый, второе у нас была гречка, соус и что ж там у меня было? Гречка, соус, ну мясо какое было? Да, конечно, был гуляш. О. Компот, батон, хлеб. Пойду что перекушу. Иди. Было дело. Сябры, ну а теперь, как вы поняли, приехали на место, якое особо охраняется. Гляньте, який велезный белорусский пес тут чадить, собака. Барсик, не рови, чё ровешь? Мы не краще ничего приехали, мы приехали поглядеть на сад, на детище Михайловича, так сказать. Что тут есть? Уж не кроме яблоков, тут и перчики, кажут, есть, и голубика. Ну, пойдем доведаемся. Петровна с нами. Головный кто? Агроном-садовод СПК Жуховича, да? Так и есть. А что у вас тут есть? Ну, есть голубика, есть яблоки, есть груши, есть сливы. Что у нас? Помидоры, огурки, Перчик. персики, абрикосы. Все И чего, перчики, абрикосы? До дома тягаете? Тягаем, конечно. Молодцы, А я вот же. и человек, А я вот же. и человек, вот таких я люблю. А Як я есть, же. говорить, что на свете. Молодчина. Так, який год сегодня? Урожайный у нас будет этот вот ціні? Ну, як вам сказать, як погода. Так, то вроде бы виды на урожай неплохие. Фаза выдвижения бутона. Вот. Лезет, Бачите? Яблоко Еще, скоро? ну, скоро, На днях? осенью. А, на осень. До осені ще дожить треба. Тут можно глянуть, вот эти вообще почки, это плодовые почки. Вот это вообще плодовые почки. Это вы что? Голубика. Голубика. Да, вот это все плодовые почки. Это черные паречки. Чорна смородина. Хай себе смородина, як скажете. А чому паречка? На белорусской мове это черные паречки. А у нас сказали, что черная это смородина, а червоная это паречка. Не, и черные, и червоные это паречки. Ну не знаю, напишите в комментариях, как правильно, смородина, типа паречки. Песни не ко мне. Один раз в год. Я производственник, я не песня. Производственники поют. Не-не-не-не. Один раз в год сады Не-не-не-не-не. цветут. Коли ваши зацветут? 10-16 мая. Точно это. Угу. Можете себе. приехать проверить. Сябры, всю дорогу з нами был идеолог этой господарки. Представьте, пожалуйста, як вас зовут? Анастасія. Анастасія, трохи про ваш колектив. Ну, у нас калектыў зладжаны, вельмі добра працуюць. У нас вельмі добры наш дырэктар Михаил Михайлович, много маладых спецыялістаў.
ну, крепкое хозяйство. Крепкий колгас. А што пажадаем усім працаўнікоў сяла? Ідэалогія. Што ідэалогія сёння нясе? Надо любить свою землю, трудиться на благо Родине, достойно нести свою работу и здоровье, самое главное здоровье. Будет здоровье, будет все. Я вось недавно песню пачуў. Давайте мы яе разам і зробім. Беларусь, гэта ты. Беларусь, гэта я. Алыча і сады. Это наша земля. Это наша зямля. Перадача «Аграблогер» на ТВ, Карэльскі раён, Жухавічы. Файная гаспадарка. Мы абавязкова прыедзем і да вас. Расцвітаюць сады, прыйшла вясна, працуюць людзі і там, і тут, і ўсюль, везде. Таму пішыце ў каментарах, куды нам прыехаць, мы абавязкова прыедзем, снімем, пакажам, раскажам. Я люблю гэту работу, я люблю гэту працу, люблю гэтых людзей, я люблю ТРК, я люблю Аграблог, я люблю Беларусь. Да пабачэння!